Сегодня у нас гостит Константин Иннокентьевич Акай, управляющий банка Россельхозбанк. Доп-офиса. Дополнительного офиса Россельхозбанка в селе Намск. Да, все верно. То есть в Намском районе полностью. Намский район, да. Расскажите, пожалуйста, вот про прошлый год, он, как все говорят, был кризис, да? И непростой год прошел. Как вы думаете, простой гражданин ощутил этот кризис? И каким образом он его ощутил? Так, ну, давайте я буду говорить за себя, потому что я себя тоже причисляю к простым гражданам, да? Кризис, конечно, это будет ложь, если я скажу, что кризис я не почувствовал. Конечно же, ощущение кризиса есть, оно присутствует. Выражается оно в чем? Выражается оно в повышении стоимости продуктов, повышении стоимости ГСМ. Но все же, я скажу, повышение есть. Но я не скажу, что это настолько критично. Да, стало сложнее, но тем не менее жить можно, скажем так, да? Главное работать, главное стараться. И все же общими усилиями, я думаю, в любом случае из этого кризиса мы выйдем. Главное делать свою работу, повторюсь, свою работу качественно, да? То есть каждый из нас это делает какой-то продукт. Соответственно, этот продукт продается, и чтобы стоимость этого продукта, соответствовала его начинке, да, его качеству. Вот самое главное это, я думаю. И как же быть гражданам в следующем году? Будет ли кризис в следующем году? Как вы думаете? Инфляция как у нас ведет себя? В следующем году, в принципе, этом году получается. В этом году, да. Ну что я могу посоветовать? А совет это, самое главное, это деньги должны работать, да? Каким образом? То есть понятно, что простому гражданину, который не связан, у которого работа не связана с финансами, самое простое и, скажем так, надежное — это хранить денежные средства в банках, во вкладах, да. Конечно, банки должны быть проверенные, банки должны быть, скажем так, надежные. Найти эти банки несложно. Сейчас мы все пользуемся интернетом. Соответственно, мы можем в поисковике забить, предположим, скажем, десятку крупных банков России. И оперируя этими банками, соответственно, уже исходя из процентной ставки, денежные средства размещать во вклады. Существуют банки и фирмы, которые предлагают заоблачно очень привлекательные проценты. 10, 15 даже, 20 даже и бывает. Кредитно-потребительский кооператив, как это называется? Да, есть кредитно-потребительские кооперативы. Стоит доверять им или не стоит рисковать? Лично я, повторюсь, я со своей точки зрения, да, я понесу деньги в банк. И в банк, который не будет мне обещать большие проценты, да. Соответственно, мы все прекрасно знаем поговорку: бесплатный сыр только в мышеловке. Не надо охотиться за большими доходами. Такого не бывает, что ты деньги разместил на год, при этом ничего не делаешь и получаешь баснословные деньги. Такого не бывает, конечно же. Я повторюсь, надо выбирать проверенные банки, желательно десятку крупнейших банков. Конечно, крупные банки не будут предлагать, как вы сейчас озвучивали, процентные ставки 25% годовых. Потому что мы прекрасно понимаем, что банк, предлагая процентную ставку, он берет на себя ответственность и гарантию дает, что он вернет эти деньги и эти проценты. Соответственно, а разбрасываться 25%, я думаю, это не под силу ни одному банку. Вот. Самая адекватная ставка, то есть ставка банка, да? Как она правильно называется? Кредитная ставка, да? Нет, ставка размещения во вкладах. В районе каких цифр? Так, все зависит от срока размещения. Я скажу так, что адекватная ставка это от 7 до 9%. 9 это высокая. Это высокая процентная. Больше это уже
Слишком. Но это стоит задуматься, стоит провести какой-то анализ, минимальный анализ рынка. Но я говорю, хотя бы просто посмотреть, что это за банк, рейтинг этого банка. Как бы, ну, основные моменты это все-таки провести какой-то вот самый минимальный, простейший анализ банка. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас с нашим бруском. Константин Иннокентьевич, оказывается, давно интересуется кузнечным ремеслом. Да, на самом деле давно мне это интересно. Правда, еще таких навыков нет обращения с инструментом. Но... Куй железо, пока горячо. Да? Да. Очень много читал по данному ремеслу информации искал. Но это была только теория. Практика это сегодня нет первая, скажем так. Ну что вы хотели еще сказать жителям республики? Кроме банков, какие способы есть сохранить и приумножить свои небольшие Сохранить, достижения? что касается сохранить, это, конечно же, экономия. В первую очередь. Экономия в каком плане? Экономия это я не подразумеваю, как экономить на продуктах питания, на хлебе, да? Экономия от, так сказать, оградить себя от нецелесообразных затрат. То есть, ну, к этим затратам я отношу, ну, те же самые сигареты, да, сигареты, алкоголя по минимуму. Вот. Также, ну, я говорю, сейчас очень развита реклама такая, скажем так, ну, на самом деле, это достаточно агрессивно, это и в интернете, которые выскакивают такие ролики, да, непонятные. Ну, я образно говорю, там, примет человек таблетку, похудеет, да. Вот, это избегать, конечно, всевозможных затрат, ну, скажем так, ненужных. Прежде чем что-то купить, скажем так, то, что не относится к категории жизненно важных, необходимых, ну, все-таки подумайте, да, стоит ли, нужно ли, и как долго вы будете им пользоваться, этой вещью. Но вот основное, ну, конечно же, это экономия. А как приумножить? Экономия. Надо записать. Ну, тут я уже сказать не могу, это каждый решает сам, то есть кто-то, скажем так, свое хобби, ну, реализует, скажем, не реализует, а монетизирует, да, это тоже правильно. То есть, если ты это делаешь с интересом, да, помимо твоей основной профессии, ну, почему бы это не монетизировать? Да, та же самая кузница. Вот. В принципе, сейчас мы куем клинок, который будет реализован, да, в качестве, скажем так, благотворительности. Ну, это тоже хорошо. Да. Также я не считаю ничего зазорным, если реализовывать, в принципе, как в розничной торговле, да. Но это не только кузница, это в целом как какое-то хобби можно всегда реализовывать, да. Так же самое, я вот сейчас смотрю, достаточно много объявлений гуляет, это и продажа тех же самых шапочек вязаных, да, ну, как бы домохозяйки делают, ну, это хорошо на самом деле. Это тоже никакой доход. Ну, вот. Это что касается приумножения, да. Ну, в принципе, все. Ага, что-то он не нагрелся. Нагрелся. То, что вы делаете здесь, это, конечно, дорого стоит. Большое вам спасибо. Ну, а сейчас что? Наверное, самое приятное — раздача подарков. Да? Василий, поможешь мне? А может, дети стишок расскажешь? Давай. Давайте, можно. Конечно. Владик расскажет стишок, да? Владик, иди, да. Давай возле меня вставай и давай рассказывай. Громко. Сидят на ветке чайки, осепные фонарики, и путь снесики, голубые тинки. Молодец!
Радуйтесь,